Уважаемые любители спорта, жители Усть-Алданского улуса и его гости, начинаем торжественную церемонию открытия спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, посвященных столетию современных Олимпийских игр. На поле стадиона спортивная эмблема игр. Ее несут лучшие спортсмены Усть-Алданского улуса. Мастер спорта по национальным видам спорта, чемпион республики Петр Варламов. Чемпионка улуса по волейболу Людмила Боярова. И член сборной команды улуса по волейболу Гавриил Ширяев. Лучшие спортсмены республики несут флаг игр. Участники художественных коллективов Усть-Алданского несут красочные флаги, прославляющие спорт, дружбу, мир. Общественные организации и коллективы Усть-Алданского улуса провели грандиозную подготовительную работу. И вот они сегодня перед вами показывают себя. На дорожке стадиона спортсмены. Впереди участники 26-х летних Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Советского Союза, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата воли Василий Гоголев. Рядом с ним еще один участник 26-х Олимпийских игр в Атланте, четырехкратный призер чемпионатов Российской Федерации, победитель крупнейших международных турниров Владимир Торговкин. Перед вами два якутских лица 1996 года. Шагает колонна ветеранов. Многократный чемпион и рекордсмен республики по легкой атлетике Владимир Слепцов. Основатель Василий Румянцев, Кирилл Григорьев и другие наши славные ветераны. Это большая группа спортсменов Усть-Алданского улуса. Клавдия Шелковникова, Еврония Давыдова, известный спортсмен из Шуравчинского улуса Николай Яров, ветеран развития стрельбы конских скачек республики Егор Месников и многие-многие другие с лентой и медалями на груди.
На поле стадиона вступили участники, судья Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха Татьяна Ареносова, мастер Республики Саха, судья по легкой атлетике. Дмитрий Шарин, мастер спорта Республики Саха по национальным видам спорта, многократный чемпион республики. Наибольшая надежда они связывают с перетягиваниями палки. Команда Амгинского улуса – это 40 спортсменов. На их счету третье место. Амгинцы рассчитывают, что успешно выступят Марианна Тарабукина, Анатолий Баишев, абсолютный чемпион республики по перетягиванию палки. Шагают спортсмены Верхневирюйского улуса. В делегации 15 человек. Самый именитый из них – Николай Бускаров, который занял 8 место на чемпионате мира в беге на 100 километров. И семья Зиминых – Надя, Розалия Гаврилевна и Сергей Владимирович. Шагает команда Верхневирюйского улуса прошла. За ними команда Верхнеколымского улуса, 20 человек. Возглавляет эту делегацию 13-кратный чемпион республики по вольной борьбе Игорь Кудрявцев. Спортсмены Верхоянского улуса впервые выставили такую представительную делегацию. 37 человек участвуют во всех видах программы. Спортсмены горного улуса, 29 человек, также солидная команда. За ними идут представители Кобяйского улуса, 13 человек, очень серьезно подготовились к спартакиаде. Сегодня, в первый день соревнований, отлично показали себя спортсмены Ленского улуса, особенно в легкоатлетических видах программы. Делегацию возглавляет ветеран спорта Галина Лупандина, которая более 20 лет возглавляет этот отдел. Спортсмены Мегино-Кангаласского улуса, славного своими спортивными традициями. 55 человек делегации. На их счету 3 победы в сельских спортивных играх Республики Саха. 8 раз они выигрывали призы Василия Манчары. Нынче в команде такие прославленные мастера, как Борис Ильин, национальные прыжки, Екатерина Кольцева, легкая атлетика, Лаврентий Кычкин, перетягивание палки. Алмазный Мирный прислал свою делегацию из 25 человек. Мирный – это прежде всего футбол, футбол и еще раз футбол. В этой делегации шагают члены сборной команды Российской Федерации, мастера спорта Дементьев, Литовченко, Проминский, Денисов, Богатырев. Спортсмены Намского улуса, которые провели в 1984 году вторые сельские спортивные игры. В составе команды Юрий Эверстов, многократный чемпион республики по национальным видам спорта, Андрей Винокуров, Тамара Жиркова, двукратный чемпион республики по легкой атлетике. Далекий Нижнеколымский улус представляют 17 спортсменов. Это Тарас Макаров, мастер спорта по национальным видам спорта, Анатолий Дьяконов, Лия Нечайкина, который выступает в соревнованиях по легкой атлетике. Добрые традиции имеет Нюрбинский улус, спортсмены которого шагают в зеленой спортивной форме. Впереди Юрий Андреев, чемпион мира среди ветеранов по вольной борьбе. В составе команды мастера спорта Петр Бартахов, Александр Иванов, кандидат мастера спорта Михаил Прокопьев. 37 спортсменов представляют Оленёкский улус далекий.
Среди них кандидат в мастера спорта Владимир Федоров, который выступает в соревнованиях по легкой атлетике и в семейной спартакиаде. Представители полюса холода далекого Аймикония шагают по жаркому стадиону села Барагонцы. За ними команда Среднеколымского вуза. Здесь большие надежды возлагают на 18-летнего легкоатлета Леонида Архипченко. В составе команды 29 спортсменов. 23 спортсмена представляют на играх Таттинский вуз. Основной вид спорта, который прославил этот вуз – перетягивание палки. Шагают мастера спорта Семен Хатылаев, Альберт Матаннанов. Волейбол и легкая атлетика. В этих видах спорта надо ожидать спортсменов сюрпризов от спортсменов Ульяновского вуза, которые проходят по стадиону. Хангаласский вуз, который в 1987 году принимал третьи сельские спортивные игры. 28 спортсменов. Среди них такие известные, как Кельцев, Лукин, Адамов. Журавчинский вуз. Хозяин 4 сельских спортивных игр. Делегации 39 человек. В их числе такие известные всей республики мастера, как Артур Феофанов, Гаврил Нафтунский, которые же отличились в программе сегодняшних игр, а также семья Гаврила Нафтунского, Вера Алексеевна и маленький Федя, которому 9 лет. Команда города Якутска, которую возглавляет ветеран спортивного движения Галина Сырмолотова. В команде Дмитрий Козырев, неоднократный чемпион и рекордсмен республики по национальным прыжкам, легкоатлет Роман Колесов, молодой спортсмен Александр Мельник и Татьяна Корзина, юная спортсменка, пятикратная чемпионка спартакиады школьников республики. Впервые мы видим на спортивных аренах республики команду Якутской государственной сельскохозяйственной академии. В ней преподаватель наш первый чемпион мира по армрестлингу Петр Наумов, мастер спорта по армрестлингу Василий Пермяков, лучшая волейболистка республики Анна Протопопова и волейболист Павел Яковлев. Якутский государственный университет, кузница кадров, кузница чемпионов. 38 спортсменов в этом коллективе. Впереди семья Михайлов, Анатолий и Анастасия, преподаватели кафедры физического воспитания, и их ребенок. Шагает команда Вилюйского вуза, которая считается одной из лучших в Вилюйском регионе. Здесь возлагают большие надежды на Василия Артемьева по перетягиванию палки и на своих волейболистов. Замыкает торжественное шествие команда Усть-Алданского вуза. 56 человек в этом спортивном коллективе. Усть-Алданский район – это славные спортивные традиции. И нынче здесь были проведены улусные игры, эстафета культуры. Усть-Алданцы надеются успешно выступить на своем родном прекрасном стадионе. Это семья Шелковниковых, Михаил и Клавдия и их маленькая дочь. Сестры Бояровы, Людмила выступает в соревнованиях по легкой атлетике и волейболу, Ирина в соревнованиях по волейболу, Елена в соревнованиях по армрестлингу. Итак, на поле стадиона все представители улусов и городов, которые собрались в гостеприимных Барагонцах на первые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия.
предварительных соревнований в центр Усть-Алданского улуса съехались представители 34 улусов и городов республики, высших учебных заведений. Это свыше 900 спортсменов. Соревнования будут обслуживать свыше 150 судей, лучшие арбитры нашего северного края. Уважаемые любители спорта, уважаемые жители Усть-Алданского улуса и его гости, слово имеет председатель Организационного комитета спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, заместитель председателя правительства республики Семен Николаевич Назаров. Уважаемые участники спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, уважаемые приглашенные гости и жители Усть-Алданского улуса, разрешите вас всех, участников спортивных игр народов Республики Саха, приехавшие из всех улусов, городов республики, горячо приветствовать от имени Республиканского организационного комитета. Спортивные игры народов нашего северного края – это настоящий и долгожданный праздник торжества, молодости, спорта и в первую очередь его массовых подлинно народных видов. Только такие спортивные состязания позволяют нам увидеть своими глазами состояние развития физической культуры и спорта в республике, в отдельных улусах и городах. Также во время их проведения устанавливаются спортивные и молодежные связи и контакты, что тоже немаловажно. Поэтому хочется выразить уверенность, что спортивные игры народов Республики Саха станут постоянными и будут проводиться раз в 4 года в соответствии с олимпийским циклом. Мы рады тому, что нынешние спортивные игры совпали с славным юбилеем столетием современных Олимпийских игр и проводятся накануне 26-х Олимпийских игр в Атланта. Это еще один дополнительный стимул для всех участников спортивных игр Якутии. Отрадно, что игры проводятся в Усть-Алданском улусе, известном своими замечательными историческими, народными и спортивными традициями. Именно здесь, более 360 лет тому назад, благодаря мудрости великого сына народа Саха, Лёгой Тойоно и русских землепроходцев,
были заложены основы вековой дружбы якутского и русского народа, с честью выдержавшей испытания временем. Нам всем надо, как зеницу ока, беречь эту дружбу, завещанную своими предками, ибо от нее зависит благополучие нашей республики, всех народов, населяющих его территорию. Первые спортивные игры народов Республики Саха проходят во время чрезвычайно ответственной общественно-политической кампании, выборов президента Российской Федерации, от итогов которой зависит судьба нашего Отечества. 3 июля сего года пройдет второй тур выборов президента Российской Федерации. Нам, якутянам, еще раз предстоит доказать свою приверженность демократическим ценностям и проголосовать за великую Россию, сильную, стабильную и уверенную. Дорогие участники соревнований и гости, Республиканский организационный комитет совместно с Министерством по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Республики и администрацией Усалданского улуса проделал большую работу по подготовке к успешному проведению первых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Так, за сравнительно короткий срок построен этот замечательный спортивный стадион на 5 с лишним тысяч мест со стандартной беговой дорожкой и многими дополнительными помещениями для спортсменов. Надеемся, что он удовлетворит вашим требованиям, будет способствовать достижению вами высоких спортивных показателей. Для проживания участников спортивных игр село Барагонца построены и введены в строй 36-квартирный каменный дом, 32 деревянных жилых дома. Их строительство ускорилось в связи с проведением настоящих спортивных игр. После завершения праздника спорта в эти дома заселятся счастливые новоселы, большинство своем молодых семей. Поэтому надолго им запомнятся первые спортивные игры народов Республики Саха, подарившие прекрасные дома и квартиры. Уверен, что участникам и гостям спортивных игр придется по душе гостеприимство хозяев, администрации, спортсменов и спортивной общественности Усалданского улуса. Желаю всем участникам первых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия успешного старта, прекрасного настроения, счастья, благополучия в жизни. Объявляя первые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия, посвященные столетию современных Олимпийских игр, проводимых в год молодежи Республики Саха, открытыми. Уруй Айхал! А сейчас будет поднят флаг спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Флаг на дорожке стадиона. Его несут лучшие спортсмены нашего северного края. Мастер спорта по вольной борьбе, многократный чемпион республики Василий Стручков, Усалданский улус. Сильнейшая волейболистка республики, студентка Государственной сельскохозяйственной академии Анна Протопопова. Абсолютный чемпион Республики Саха по перетягиванию палки, мастер спорта Анатолий Баишев, Амга. Мастер спорта по легкой атлетике Николай Бускаров, Верхневирюйск. Сильнейший волейболист республики Янис Ефимов, Якутск. Мастер спорта Республики Саха, чемпион и рекордсмен республики по национальным прыжкам Дмитрий Козырев, Якутск. Мастер спорта международного класса по силовому троеборью, студентка Якутского университета Марина Борисова. Чемпион республики по прыжкам через нарты Николай Сафронов, Аймяконский улус. Многократный чемпион и рекордсмен республики в беге на средние и длинные дистанции, мастер спорта Гавриил Нахтунский.
мастер спорта международного класса Российской Федерации, чемпион мира среди ветеранов по армрестлингу, преподаватель сельскохозяйственной академии Петр Наумов. На дорожке стадиона лучшие спортсмены республики, в их руках стяг спортивных игр народов нашего северного края. И сейчас между государственными флагами Российской Федерации и Республики Саха поднимется флаг спортивных игр. Маша, парад на флаг, равняйсь! Смирно! Флаг спортивных игр народов Республики Саха-Якутия поднять! Итак, поднят флаг спортивных игр народов Республики Саха. Парад вольно! Сейчас на дорожку стадиона будет внесен огонь игр. Он в руках чемпиона рекордсмена Республики по легкой атлетике Артура Феофанова. Рядом с ним лучшие спортсмены Усалданского, Чуракинского, Гинекангаласского улусов. Татьяна Черноградская-Иванова, Прокопий Харитонов, Иван Жирков, Семен Черноградский, Марианна Васильева, Ищуракчи, Николай Захаров, Антонина Петрова, Егор Абрамов, из Мегино-Кангаласского улуса Иван Дичковский, Николай Винокуров, Мария Неустроева. Огонь игр на дорожке стадиона села Барагонцы.
огня приняли олимпийцы. Заслуженный мастер спорта, чемпион СССР, Европы, победитель игр доброй воли, призер чемпионата мира Василий Гоголев и мастер спорта Российской Федерации международного класса, чемпион Республики Саха, четырехкратный призер чемпионатов Российской Федерации, победитель международных турниров Турции, Польши, Болгарии, Монголии Владимир Торговкин, участники 26-х Олимпийских игр в Атланте. Эстафету огня из рук олимпийцев принимают лучшие спортсмены, молодые спортсмены Усть-Алданского улуса. Это чемпион республики по вольной борьбе Афанасий Заболоцкий, двукратный чемпион Российской Федерации по вольной борьбе среди школьников Егор Охлопков и лучшая легкоатлетка улуса Тамара Васильева. Огонь игр проделал 197 километров по территориям Чурапчинского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского улусов. Он зажжен на месте, где состоялись 4-е сельские спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. По дорогам 3 улусов его пронесли лучшие из лучших. Вчера огонь прибыл в село Барагонцы и посетил Олимпийскую деревню. И сейчас он на дорожке стадиона. И вот позади последние метры из почетного и трудного пути 197 километров по дорогам 3 улусов. Огонь игр приближается к чаше. Лучшему спортсмену Усть-Алданского улуса, хозяев игр, Афанасию Заболоцкому предоставлено право зажечь огонь игр. Горит огонь спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, посвященных столетию современных Олимпийских игр. А сейчас от имени общественности Усть-Алданского улуса глава администрации Афанасий Васильевич Мигалкин приглашает на помост почетных гостей игр. Это первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Александрович Тамтосов.
министр по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Виктор Петрович Наговицын. С ними также председатель Организационного комитета игр Семен Николаевич Назаров и главный судья игр, арбитр международной категории первого класса Алексей Егорович Мастахов. Почетным гостям от имени хозяев вручается по русскому обычаю хлеб-соль, по обычаю народа Саха чороны с кумысом. Слово для приветствия имеет первый председатель, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Александрович Тамтосов. Уважаемые участники спортивных игр Республики Саха-Якутия, уважаемые жители и гости Усалданского улуса, в эти прекрасные летние дни, пору рассвета нашей природы, мы собрались на финальные соревнования спортивных игр нашей республики, посвященных столетию современных Олимпийских игр. Знаменательно, что после десятилетнего перерыва возрождены самые массовые спортивные соревнования трудящихся. Они продолжают славные традиции спартакиад народов Якутии, проводившихся 30-е и 80-е годы. Прошедшие этапы настоящих игр охватили все населенные пункты, улусы и города нашего северного края. Превратили нашу Якутию в одну большую спортивную площадку, стали настоящим праздником большого спорта. Участие в финальных соревнованиях свыше 1000 спортсменов и всех улусов городов, учебных заведений показывают, что поставленные цели и задачи по стимулированию и совершенствованию занятий населения массовым видом спорта в основном выполняются. Подготовка и проведение спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, деятельность Республиканского комитета воочию показали, какое большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта в нашей республике, несмотря на все сложности современной жизни. В эти дни, в период подготовки к играм, очень большое внимание президент и правительство республики, администрации городов и улусов уделяли укреплению спортивной материально-технической базы нашего спорта. Только в году в июне был введен прекрасный дворец спорта для молодежи в год 50-летия Великой Победы. А 1 июня этого года состоялось торжественное открытие рядового дворца спорта Эляй-Ботур, полностью отвечающего современным требованиям. Спортивные сооружения возводятся в других улусах и городах нашей республики. Наглядным примером является этот замечательный стадион на 5000 посадочных мест. Надеемся, что все его достоинства оцените вы, участники и гости спортивных игр. Вам первым предстоит состязаться на его площадках, показать свое спортивное мастерство. В августе в Якутске состоятся первые международные детские спортивные игры «Дети Азии» с участием спортивных команд более 15 зарубежных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Его открытию будет завершено строительство первого в республике стадиона, отвечающего самым высоким международным стандартам. Уважаемые якутяне, массовая физическая культура и спорт, здоровье и здоровье нации неотделимые от друг друга понятия. Вот поэтому принято решение о проведении в 1996-1997 годах спартакиады трудящихся Российской Федерации под девизом «За физическое и нравственное здоровье нации». Целью данной спартакиады является дальнейший подъем физкультурного движения в стране, поднятие престижа здорового образа жизни. Мы должны
самое активное участие во Всероссийской спартакиаде и считать спортивные игры народов республики одним из важнейших этапов ее подготовки и проведения на территории нашей республики. Дорогие друзья, в прошлом году как никогда плодотворно выступили якутские спортсмены на чемпионатах России, Азии, Европы и мира. Так, впервые в истории якутского спорта 63 наших спортсмена стали чемпионами, призерами России, Азии, Европы и мира. Эти выдающиеся достижения являются большим стимулом для наших спортсменов и для нашего молодого поколения. Они наглядно показывают то, чего может достигнуть молодые люди в результате занятий физкультурой и спортом. Мы знаем, что чуть больше месяца осталось до начала грандиозного спортивного праздника 26-х Олимпийских игр в городе Атланте. В них уже впервые примут участие 3 наших земляка: Василий Гоголев, Владимир Торговкин, Артур Федоров. Их подготовка осуществлена по самой современной программе, и пожелаем же сегодня им успешного выступления на предстоящей Олимпиаде. Дорогие друзья, разрешите пожелать вам больших успехов на соревнованиях спортивных игр народов Республики Саха, проходящих на берегах легендарного озера Тойон-Мирю. С праздником большого спорта, дорогие товарищи! Уважаемые любители спорта, позвольте мне зачитать телеграмму, которая накануне открытия игр поступила в Барагонцы из Москвы. Дорогие друзья, с большим удовлетворением узнал, что в год столетия Олимпийских игр в Республике Саха-Якутия проводятся такие крупные соревнования, и их победители получат приглашение посетить Олимпиаду в Атланте. Большой спорт – лишь вершина спортивной пирамиды, а основание – массовость. Вот почему нам так важно, чтобы и стар, и млад выходили на старт в каждом селе, городе, районе республики. Сегодня праздник. Поздравляю вас с ним. Желаю участникам счастливых стартов и победных финишей, а всем жителям республики большого личного счастья, здоровья и процветания. И еще вера в великое будущее Республики Саха в составе России, которая, я уверен, сделает 3 июля правильный выбор. Председатель Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев. Москва, 27 июня 1996 года. Слово имеет глава администрации Усть-Алданского улуса Афанасий Васильевич Мигалкин. Күнді таптыр жоном, ехеге аттан ұсалдаттар атырыттан ұтықтабыллақ өрдеттерге орой ванна айқал болуқтын. Орой! Айқал ген қағаты. Орой! 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 Разрешите от имени администрации и жителей Усть-Алданского улуса поздравить вас с открытием первых спортивных игр народов Республики Саха. Мы горячо и сердечно приветствуем представителей со всех городов и улусов республики на овеянной легендами Усть-Алданской земле. На земле Аласа Тойон Мирю. Мы долго и трепетно ждали этого дня. С волнением готовились к нему. Сегодня настал долгожданный, волнующий день. День торжества спортивного товарищества. День торжества духа дружбы народов нашей республики. Мы сегодня рады приветствовать на нашей земле представителей всех народов и народностей, населяющих нашу необъятную Якутию. Примечательно то, что этот большой праздник дружбы проходит на земле, принявшей с миром первых русских землепроходцев на земле Тойона. Профессиональность философского ума, организаторский талант которого
положили начало дружбы народа Саха и великого русского народа. Мы в следующем году большим воодушевлением отметим 365 лет дружбы между русскими и якутскими народами. Ура, товарищи! У солданцев всегда отличались чувства долга, ответственности и чести. Поэтому одним из первых ходоков перед царствующими особами, добившийся реальных свобод для народа Саха, был баргонский улусный голова Алексей Аржаков, прозванный в народе Сихан Аржаков, любимый народом философ, сказитель и предсказатель. Он представил императрице Екатерине II план под названием «Проект главы Баргонского улуса», план о якутах, который был рассмотрен на Государственном императорском совете, в результате которых были открыты школы, первая школа на якутском языке, были первые закреплены земли под якутским народом. Зачинателем идеи самоуправления обширного северного края тоже был наш земляк, баргонский улусный голова Иван Емельянович Мигалкин. Он добился у царского правительства разрешения организовать Степную Думу, первого органа самоуправления Якутского края. Организатором и избранным руководителем тоже был он. Первым якутским писателем, первым организатором библиотеки, первым организатором музея, первым организатором газеты на якутском языке. Первым зачинателем национально-освободительного движения, лидером национальной интеллигенции конца 19-го и начала 20 века был тоже наш земляк, голова Дюбщинского улуса Василий Васильевич Никифоров. Сегодняшнее поколение усалданцев верно памяти своих выдающихся земляков, ратовавших за самобытное развитие своего народа, но никогда не воспринимавших идеи обособления. Свидетельством тому может служить организованный первой нашей республики музей дружбы, который посетили вчера большинство из участников соревнований. Каждый труженик нашего улуса, каждый житель нашего улуса вносит свой посильный вклад в развитие нашей многонациональной республики. Мы за сильную независимую Россию, за Россию сильную своими регионами, равноправное, свободное развитие, которое гарантировано Конституцией Российской Федерации. Bir tura astıvıt, 2 tura ketehevit, 12 tura beğge, köy yakpıt yahanıvıt. O çoğuna beği usaltanlar saydı yakpıt, uruy! Уруй! Уруй! Наш улус издревле славится своими легендарными спортсменами. Наш улус прародитель родил первого абсолютного чемпиона по всем видам спорта и Республики Саха. Ким ден это? Барахататут. Раз, два, три. Бет Хара. Поэтому мы сегодня гордостью можем констатировать, что наш улус один из самых спортивных улусов нашей республики. Спорт любят у нас и старый млад. Приведу лишь один пример. Каждый сотый житель усалданского улуса мастер спорта. Поэтому усалданцы рады приветствовать, рады чести принять у себя первые спортивные игры народов нашей республики. Мы рады приветствовать на усалданской земле столь внушительный отряд любителей спорта, готовых состязаться в ловкости, силе и быстроте. Пусть же победят сильнейшие, пусть торжествует дух спортивного рыцарства, спортивного товарищества и дружбы. Пусть этот светлый праздник спорта станет подлинным праздником дружбы народов нашей великой республики Саха. Пусть сопутствует вам всем удача и успех. Счастья вам! Уруй! 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 Слово имеет
министр по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Виктор Петрович Наговицын. Этиктабуллах усалдан олоптоқтыры жоны хергете. Түйетсілі нарат түгір чурапчуан юлырын кәнеттен бейгі министер сөйт коллегията, бейгі ұғылучы спорка салаячывыт Николай Николаевич Старскай керестен, онна усалдан спортивный традициялен ытыктан туран бұрағыңы бұғанюлары ұйтары бұғар бұта. Бұғанюларға әйгі бәлемгет мен көрібінен онна бейгі министер сөйбет. Өйдіғінінен сүз бейін бірген толыры туғанныгыт. Аны дағаны спортивный ойнылар құрук туғалақ болынлар. Бейгі президент Михаил Ефимович Николаев бұл ойныларға Москваға баларар болан кайын келбәппін дебіті. Финалға келері бұлы, онына бәйтін бағағанатын бұғырлығы әппіті. Председателю Организационного комитета первых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Горячо поздравляю участников, гостей и жителей Усалданского улуса с открытием первых спортивных игр народов Республики Саха. Якутия всегда была спортивной, и она доказана блестящими победами якутских спортсменов на Олимпийских играх. Ныне спортсмены суверенной Якутии успешно выступают на престижных международных соревнованиях. Сегодняшние достижения наших земляков Василия Гоголева, Владимира Торговкина и Артура Федорова, ставших участниками юбилейных 26-х Олимпийских игр, вселяют уверенность и надежду будущему поколению спортсменов, что их упорные тренировки, занятия физической культурой и спортом помогут им достичь олимпийских высот. Массовые занятия молодежи волейболом, мини-футболом, настольным теннисом и другими массовыми видами физических упражнений являются предзнаменованием успеха политики оздоровления населения. Только здоровое поколение сможет жить и процветать в суровых климатических условиях Крайнего Севера, качественно учиться, трудиться и построить новую Якутию во благо всего населения республики. Я верю, что добрые спортивные состязания народов нашей республики на благоприятной Барагонской земле укрепят дружбу и единство молодых якутян. Уверен, что гостеприимные жители Усалданского улуса смогут быть передовыми во всех направлениях нашей социально-экономической политики, как вы опережаете в политике жилищного строительства. Желаю всем участникам соревнований высоких спортивных результатов, благополучия в жизни и счастья. Президент Республики Саха Михаил Николаев. А сейчас министр по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Виктор Наговицын вручит почетное звание лучшим спортсменам нашего Северного края. Звание мастера спорта международного класса по вольной борьбе присуждается Нюргуну Иванову, Амгинский улус. Значок и удостоверение мастера спорта Российской Федерации международного класса по вольной борьбе вручаются Михаилу Протопопову, город Якутск.
удостоверение и знак мастера спорта международного класса по кикбоксингу вручаются Алексею Кычкину, Хангаласский улус. Мастером спорта международного класса по кикбоксингу становится Аял Борисов, город Якутск. Знак и удостоверение мастера спорта России международного класса по кикбоксингу вручаются Алексею Уварову, Хангаласский улус. Значок и удостоверение мастера спорта Российской Федерации по легкой атлетике вручаются чемпиону и рекордсмену республики в беге на сверхдлинные дистанции Николаю Бускарову, Верхневирюйск. Уважаемые любители спорта, 24 мая 1996 года установлен новый рекорд Соединенных Штатов Америки по сверхдальним заплывам в экстремальных условиях. Совершен заплыв протяженностью 29 километров в течение 4 часов. И самое интересное и феноменальное – рекорд Соединенных Штатов Америки установил 40-летний спортсмен из Намского улуса Семен Алексеев. Он гость игр. Приглашаем Семена Алексеева на помост. Занимался вольной борьбой, лыжными гонками, туризмом, скалолазанием, а в год столетия современных Олимпийских игр удивил многонациональные Соединенные Штаты Америки, проплыв их гордость, реку Миссури, в течение 29 километров. Перед вами наш феноменальный земляк. Свои атрибуты о феноменальном заплыве для сохранения в Музее спорта Республики Саха он вручает министру по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Виктору Петровичу Наговицыну. Пожелаем Семену Алексееву новых рекордных, новых сверхдальних, новых сверхэкстремальных заплывов. А сейчас над стадионом прозвучит клятва участников спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Ее произносит член сборной команды Усть-Алданского улуса по легкой атлетике Туяра Иванова. От имени участников первых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия торжественно клянусь
выступить на соревнованиях с полной отдачей сил, показать высокое спортивное мастерство, высоко нести честь и достоинство спортсмена и бороться за победу честно, соблюдать все правила соревнований. От имени судей игр клятву дает главный судья соревнований, арбитр международной категории первого класса Алексей Мастахов. От имени судей первых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, посвященных столетию современных Олимпийских игр, перед вами торжественно клянусь провести соревнования на высоком организационном уровне, строго придерживаясь правил соревнований. Приложим все усилия и создадим все условия для того, чтобы все участники спортивных народов Республики Саха-Якутия в честной спортивной борьбе показали высокие достижения. Пусть победит сильнейший! Вас приветствуют представители технических видов спорта Республики Саха. Над стадионом парят якутские парашютисты.
Уран кайсаха делега да иннеден атта батага. Ынаксыл күтөрүн, ухур, кордогойдорго, кырдалларга. Бастан бүк-бүткө хоттон үйт кирен. Үрүнге үескүр, үрүңүлге үксүр, уйгу буян делейер, үтүекен кемнере, теле доготтор. Саха жону бу саргылах кемге, ойнyon көрүлен, ыллан тоян, ардырды ыңырса-ыңырсы жыттахан, сулумак быхый сырсан, дадыр тустук туста. Кейчур ырыгыт ыллан, зоргон жаңсылын котолон колон, эке чуранын түйүтүн күйлен, ойнyon көрүлен тагылын таркатар, арын күндері, яктары доттар. Тогой бол, бу тогой, көрөй қаллан күрсінен табып төһө қабырхада, жөлөкчөй көпсүйінде. Бу тогой, соргуду, сорду, кылыр қалыр хамсанна, хамкыр үлкейді. Тогой бол, тогой стебей, тогой барабей. Арқаттан жерім дол, елінтен жерім дол. Өз сақалаға, едім таған түйеніктер ергінді. Рампай сақал, ұлы-ұлылыға, ақталы яргынды. Олын үлігер болар. Хребтов остроконечных, о вершинах устремленных к небу, о минувших временах тревожных, о годах забытых стародавних, о междоусобицах и войнах, дней бесследно сгинувших в потемках, метким, как стрела якута словом, я смогу ли, люди, рассказать вам, имеющий око да увидеть, имеющий уши да услышать. Тоққар ені таққары сартпыт көрдік қалын, үгіз қамаға зуға, томыз жана, араған жылыр қамбару қотай күл көрдік, үгі бадас үктелленен, қалған қара жоғайын көрдік уаттағынан, қағылас тойына дөген дархан, қалын көргіз кейненен, бачарақ серке, сүгінді сүктібедіға, әніға мәрбедіға бәркәбіндер, тоғыры саналық тұрындаға, аяннан кәндіға. Қойды, қарақтақ боллақ құтыны көрің, ұлғақтақ боллақ құтыны өстің. Тоғылбарытын тоғыты кәлек көріңнің, тоғыстағы түртаяқ қамарынның, қараған уын абақтыра, өттелерілігі таян, көргіз жанынан ғайнят, атақ тәпсі көтен ерілен құраллар. Елмес көнің сәменегейі, егдәргінларды. Ағыл абай соллаңы, Аллах бұлып тағудыттан, ұғытадарғынларды. Үккетақ ирдеду, үлбірдеду, Дөліқ қанды бітіргіннеду, Сөлігай қанды сәжелергіннеду. Икки булас остақ кирбидіктен, Буяқақ күйірге, Сүрәғім тәпті, Сүйеғім бөсті.
kıysafalar, eğinne kıysana, esas bukatında aktıgalık duydağına. İle bana tüyler, ki karar kösteritçi olur diyetçiler. Kırgız keminer, kıhıl bulur hatta, sireye karağacı köstemet, ekir kara kıhı, Oğuz'dan durağanan udağalı, Döttürü tarifı tüteler erbaldat. Хамала суанна барғаттар, икке ғауыздарын иккардыларығар. Ирсен аятын кылыда, өккін атчыдар дылында. Ол кылы төліктенер үлігер түгене, үйнен келі. Elbis kuyhun ergeliken, oğul oğulundan, haktır asabına sudan kara sebeni, kimnez bulan keremnez bütey, tuğastaz bulan tuğastaz bütey.
Әрігана татарбат, әр жеппет олбынылын айылар демен. Санаға сауғы үйбат, сарғылақ сырдық саңа бар, солты бердәлер демен. Ат-аттан, аян-аяннан тиен кәллім. Арақтақ баллақытны көріп, қолғақтақ баллақытны істік. Ол боллағына тоқ-тоқтын өйбәлі ақтарарды өтінің айдын детергет. Кәлбет сорықпын өтетнәрі. Әйгеттен сұлтан, сақаран қайырты тұру жағылдайдыға. Алақтақ сақа, ұран қай ұлы ұстара. Ерінкей түлкілін әрі, керегей кәскілін әрі. Абда қайлақтан арғын мұттар. Ұран қай сақа ұлы ұстарын, ұлақанларын егіні күтті. Ұллықтақ сананы санағары, кәскілләқ тәпчетіні кәпчетәрі. Оғын тұскылың ұрары, ұлымматта болла қатына, ұлынлырары кәлән тұрабын. Олен, әбігәләр бет болыр көгәстерінен, ұлы үллетәрінің, сылайы, ұлы ұстара тақтырының ұран, ерін тұнақы өқілар болың. Ұлы ұстарық қардыларғар, кемді оны құттанмаққа тардынмаққа, сол жарғына артық тәрі-тәрейік. Ақсуғанлығар, аньону арайыттан тұтын. Күргіз қылығы қылбаң үрін онлығар, тостан тұнал жұтын, қылыян қылбал жұтын. Ұран қайсақалар, екі ұлыстара, әй күтін қалбан, қылғытын ұяннан, әтән доларар бәлеғет, тәвкі түріққіт бәлеті, бұл олын.
Тебе, цветущий мой родной Алас, тебе, родное озеро Миры, на берегу которого не раз играл я в прятки, пускался в пляс. Я вам слова привета говорю, с почтением оглядываю вас. Сахасырын талы талбасыла, тойон миролаға бүгін, ерін күтін көрсер, бәтін кең толонуғар, кымыстақ чорону үрі тұтан, атын дойду аттақтарын, үз дойду үтелерін, талы дойду чулуларын, келбеден жеттарға сақалы үте үгейден, уруй тускул айхал мечель. В этот радостный час, уважаемые гости, вспомним вместе наших легендарных предков и личностей, чьи имена золотыми буквами вписаны в истории всего якутского народа. Саргытын толу, қататтылла қомыз бұлдырғана, санат дүнейеқа аспы толуғу, үйелер көлбе дүйбе, үтелер жонныру. Согласно преданиям, нашими прародителями являются потомки прославленного героя Эллея, который впервые построил берестяную уразу, приготовил кумыс, устроил кумысный праздник Весах и Улухура, прибывший с востока со своими людьми и многочисленным скотом. Грозному, воинствующему Тойону Тыгыну противостоял охотник и рыбак, силач Бетхара. Богатыря Бетхара даже Тыгын не превзошел ни физической силой, ни моральными качествами. Осмамор кирен, бүгінгі күнге тиен, майығытта бет қара антаны мұрдаға, сарғыл сайын ақсын, сердойды көк кестенен сотуларын құрды. Велика заслуга прозорливого Тойона Барагонского луса, Егоя и его родовичей барагонских якутов в установлении прочного дружеского отношения с русскими и вхождения в состав Великой России мирным путем. Знаменитый путешественник, первопроходец Семен Кишнев был первым, который женился на якутке, красавице из Барагонского луса Абакаяде, прося разрешения об этом от самого царя. Тойыққа тойылар сытыйда санала, сағытын жолу табакаяда, мұт жолын үргінғар, атта хаяннет, Семен Кишневка сүрәген таптылын қолбауыда. Мудрым предсказателем будущего остался в памяти народа голова Барагонского луса Алексей Аршаков, в 1789 году представивший свой план на якутах императрице Екатерине II. Екі жыл аныран түгір, сағалар достарынан бұланын, сұрыққа келдірін, күн сұдарбақты кәмермек, сағасарына сәнір жекір, күн сұрақ ден тұрап өтнір отын тұға, тұрулаған ұсуан, епті бірілдір олқа, үйелер үті ағын қалыр бұна, үйелерге ұруй тұскол, келер көлініға айқал бечер. Неоценимый вклад в деле самоуправления и повышение самосознания своего народа внесли
в начале 19 века главный родоначальник Степной думы, голова Барагонского улуса Иван Емельянович Мигалкин, и в начале 20 века лидер якутской интеллигенции, вождь национально-освободительного движения, один из зачинателей якутской литературы, прогрессивный просветитель якутского народа Василий Васильевич Никифоров Клюмнир. Остались в легендах одаренные от природы силачи из нашего улуса Лагабатыр, Дид Бурай, Сорбуктук, Солукбатур и другие. Bir doydular tarpı Ivan Yakovlevich Alexandrov, Küçte Hoyban, Mikhail Semyonovich Karamzin, Mas Mikhaila, Konal Stepanovich Popov, Khonasko Kurtov, Bohadir Jonattara, Eder Çatsınağın, Bilegin Dağını örgünenler, o sport ürtüğü Sideylerger uyanlar, Kinlerge Albana. Наш улус богат народными талантами, знаменитыми певцами и сказителями богатырского эпоса Олонхо. В нашем улусе, как нигде, одновременно проживали около 80 олонхосутов. Köyüne badarhanda tımliga, saç kısılağına muguttur, sayınlı ürüktün, gereğinden buz tarar, oğlut çula olun kohuttar. Müdürü bezmülcü doğunu tuşmak edilen dağıtarbı, Dmitri Govrov, üç üyeza uğrat olun kodaypı, Roman Alekseyev, kız debile boğadır ığıllapı, Nikolay Petrovich Burlaşov, Dürabit Nogotugar, üyeler pamatlığa kalır bıttırılan, За светлое будущее родного народа отдал свою жизнь красный партизан, председатель Ревкома Барагонского улуса, 33-летний Михаил Михайлович Заблоцкий. Kendinden koyunmur, keştenmeden borun, Oğurdak sibekki, odunan simenle, Salalak suluğun, sağırgı odnan, Sayını günlerge, sardırgı oynatta, Attıgar gök diye, ara sol çiçaklar, Gönül koyan, görülü doydular. Мы гордимся именем прославленного героя гражданской войны Гаврила Васильевича Егорова, награжденного орденом боевого Красного Знамени. Строил он школы, ускоряя движение вперед. En ırgın eller ammağa, en külük eller tattağa, en barkın kız oğuşurağar, oğluğa omunnak toyuğar, en barkın erkette güleğe, dın akın бар жоңор дойдугар. Большим авторитетом и глубоким уважением у жителей Якутии пользовались крупные государственные деятели, секретарь обкома партии Николай Николаевич Акаемов, председатели президиума Верховного Совета ЯССР Василий Андреевич Протояконов Кулантай, Петр Васильевич Амосов, нарком просвещения Иван Николаевич Жирков и другие. За героизм, проявленный при форсировании Днепра, отважному пулеметчику-якутянину, нашему земляку Владимиру Денисовичу Лонгинову было присвоено звание Героя Советского Союза, а ныне День Победы был особенным. Высокое звание Героя Российской Федерации присвоено Михаилу Михайловичу Стрекаловскому, геройски сражавшемуся от Курской дуги от реки Нарев. Keniler sırtı kattıra, kağın donluluğa, keniler öyle kattırgar, nörgüyen alpana. За выдающиеся производственные достижения и большой вклад в
внесенный в освоение и внедрение новых прогрессивных методов труда в сельском хозяйстве, награждены в 30-е годы орденом «Знак почета» первым из женщин якуток Ирина Дмитриевна Олисова, званием Героя труда Данил Гаврилович Бурцев. В 50-е годы впервые из якуток звание Героя социалистического труда присвоено доярке совхоза «Победа» Елизавете Ивановне Бурцевой. Gündülü otur, egi hittigi, boğulu bırakınlık pıtıgaranamıt, bihige bir doydulastırбыт. Николай Данилович Бурцев, Монаркин Петрович Колодезников сурыйбыт, дедо ырыларын. Хармейстер Саха Республикатын культуратын үтеле бүлехите Светлана Гоголева.